Они не просто лучшие в учебе, они лучшие во всем. Сама еще студентка, но уже смогла научить зарабатывать деньги жительниц целого села. Азиза Касымова вместе с подругой написали и воплотили в жизнь проект, который отчасти решил проблему безработицы в селе Кызылсу. Я принимала участие в проекте «Многообразие и права. Возможности для девушек и женщин». Я написала адвокаси-компанию для разрешения проблемы безработицы в селе Кызылсу. Наш проект назывался «Прошить». И то есть в рамках нашего проекта, который мы написали, совместно с моей партнершей Асхатовой Нуркыз, мы написали проект для женщин из села Кызылсу, чтобы помочь им с безработицей. То есть они проходили курсы по шитью и дальше могли, то есть с дальнейшим трудоустройством, они могли устроиться в данной профессии. Сама Азиза учится на филологическом факультете, круглая отличница, успешная учеба и активная гражданская позиция – основные критерии отбора студентов для получения президентской стипендии. Азиза соответствует им всем, поэтому в руках сертификат и букет от главы государства. Благодаря этому я получила огромнейшую порцию мотивации для того, чтобы в дальнейшем также усердно трудиться и добиваться новых успехов. На самом деле я мечтаю получить президентскую стипендию, наверное, с первого курса, как только я о ней узнала. Для этого я училась на отлично на протяжении всех учебных лет с поступления в университет, и также я была активисткой. Усаирова Чолпон Айкабаевна, Талас мамлекеттик университети. После получения сертификата и стипендии Чолпонай не стала задерживаться в столице. Дома маму ждала маленькая дочка. У девушки прекрасно получается совмещать и успешную учебу, и роль хранительницы домашнего очага. Именно поддержка любящей семьи помогает студентке добиться успехов. Она все успевает. Мы живем с родителями. Есть дочка. Я верю, что жена добьется огромных успехов в будущем, будет хорошим учителем и принесет пользу стране. Будем и дальше ее поддерживать. Поздравляю, ты молодец. Абдраманов Дастан Майрамбекович, Ишеналар Абаев атындағы Кыргыз мамлекеттик университети. Дастан Абдарманов тоже президентский стипендиат. Он типичный представитель современной молодежи, совмещающий и учебу, и работу. В свои 20 лет уже стал любимым преподавателем истории у этих детей. Когда я только поступил на первый курс, студенты старших курсов получали президентские стипендии. Я тогда поставил себе цель, что тоже добьюсь этого. Поприветствую президента, пожму ему руку и получу от него президентскую стипендию. Таалайбеков Баяман Таалайбекович, Кыргыз-Түрк Манас университети. Для стипендиантов президентская стипендия – это не просто деньги, прежде всего моральная поддержка, демонстрация того, что государство радеет за молодежь. Материальная составляющая играет вторую роль. То есть первую роль, конечно же, играет то, что мы, получается, все студенты являются студентами 4-го курса, то есть, получается, наш труд за все эти 4 года был оценен. Из речи президента студенты убедились, государство не только оценивает их работу, но и возлагает на них большие надежды. Ардактуу студенттер, силер Кыргызстандын келечегисиңер. Эртең эле өлкө тагдырын. Вы – будущее Кыргызстана. Уже завтра вы возьмете судьбу страны в свои руки. Это великий долг и такая же ответственность. В свое время знаменитый русский хирург Николай Пирогов дал четкое определение: молодежь – наш барометр. Развитие нашего государства напрямую зависит от чистоты нашего общества и качественного образования, от выбранной профессии, культуры и нравственности молодого поколения. Сегодня в стране разрабатывается программа по реформированию всей системы образования, от детских садов до средних профессиональных, специальных и высших учебных заведений. Также государство занято укреплением материально-технической базы образовательных учреждений, разработкой новых программ обучения, отвечающих современным требованиям, улучшением подготовки специалистов, повышением заработной платы учителям и преподавателям. Глава государства призвал студентов обратить особое внимание на изучение языков. Силер Кыргызстандын эң мыкты студенттер экениңиздер талашсыз. Албетте бул ийгиликке эмгекчилдигиңер,
Это властное требование времени. В первую очередь необходимо освоить государственный, а затем и другие языки. Надеюсь, что вы оправдаете надежды, которые наш народ возлагает на вас, и станете теми, кто будет развивать и прославлять Кыргызстан. Всегда помните об этом. Президентской стипендии на этот раз были удостоены 80 студентов. Сначала было немного волнительно, но уже после того, как все прошло, только положительные эмоции, счастье и безмерная благодарность своему родному вузу, нашему Садыр Нурходжоевичу большое спасибо за такую предоставленную честь. Очень рада, во-первых, получить от самого президента стипендию. И, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить своих родителей, близких, а также преподавателей Кыргызского экономического университета. Вот так нам внимание обратили студентам. Вот. Это стимул? Да, конечно, стимул. Завершая встречу со студентами, президент пожелал им, чтобы дорога к знаниям была не только тернистой, но и успешной, и пообещал предпринять меры, чтобы терний осталось меньше. В частности, заявил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о снижении суммы контрактов за обучение. А вот форму оплаты стоимости обучения уже сменили. Садыр Джапаров подписал указ о некоторых мерах по улучшению системы оплаты образовательных услуг и обеспечению прозрачности финансовой деятельности образовательных организаций. Согласно одному из пунктов, теперь, прежде чем зайти в лекционный зал в сентябре, не надо оплачивать половину годовой суммы стоимости обучения. Платить можно в течение всего года. С учетом этого указа, мне кажется, он своевременен. Почему? Потому что, да, это будет создавать определенные условия для всех студентов, но в то же время есть студенты, которые готовы оплачивать 100% оплату сразу в начале учебного года. Это тоже, мне кажется, не должно быть препятствием, но указ это уже будет неким подспорьем или, скажем так, хорошей поддержкой со стороны государства для студентов. С начала пандемии в Министерство образования буквально посыпались просьбы студентов о предоставлении отсрочки по оплате за обучение, пересмотре системы оплаты. С такими просьбами уже в университет обращался и Достан Алмазбеков. Раньше мы платили, например, до первого модуля половину контракта. Если не оплатили, то нам не открывали АОН, то есть мы не получали модульные баллы. И в связи с этим мы писали заявление, бегали туда-сюда, чтобы продлили открыли нам, чтобы мы получили вовремя модульные баллы. А сейчас, как делают, поэтапно это облегчит и родителям, и студентам. Средняя стоимость обучения для граждан Кыргызстана в государственных вузах составляет 32 391 сом в год, в частных – 55 100 сомов. Собрать годовую сумму контракта или половину за раз получается не у всех, а если разделить те же 40 тысяч на 10 месяцев, то найти 4 тысячи сомов гораздо проще. По поводу контрактного обучения, да, конечно, частями платить намного удобнее, намного эффективнее. То есть, допустим, если же студент, он не может сразу 40-42 тысячи заплатить. Но если разбить это на 12 частей, то это, конечно же, в разы улучшит даже образование, на мой взгляд. Потому что это не так значительно вносить каждый раз какую-то небольшую сумму, нежели одним большим куском. Вот так вот можно. Деля вот так вот деньги по месяцам, намного легче будет делать взнос, потому что сумму-то легче будет делить, и можно как-то свои финансы подсчитать, потому что за раз это сложно очень. Албетте болот. Ар бир ай сайын төлөгөн жакшы да, чын. А биз туруп жылдын жартысында баардык сумманын жартысын 50% төлөш керек болуп калат да. При поступлении сумма контракта была одной, а ближе к окончанию учебы стала совсем другой. Выросла. С такой проблемой студенты вузов Кыргызстана сталкиваются часто. Теперь так не будет. Президент подписал указ, который наложил вето на увеличение стоимости контракта на ближайшие 3 года. Тарифы на платные образовательные услуги в государственных образовательных организациях, как в вузах, так и в техникумах, не будут увеличиваться в ближайшие 3 года. Это касается всех заведений, независимо от формы собственности.
По Конституции доступ к образованию в Кыргызстане имеет каждый, но когда за спиной нет родных, которые могут оплатить учебу, двери вуза зачастую закрыты. Раньше абитуриентам, сиротам или лишившимся кормильца, а также студентам с особенностями здоровья представляли определенные льготы при зачислении в высшие учебные заведения. Но этого недостаточно. Теперь 5% бюджетных мест будет отдаваться таким гражданам. Я думаю, что мы и дальше будем использовать все механизмы для того, чтобы регулировать этот процесс открыто, прозрачно и с большей выгодой для студентов. В Кыргызстане работает 73 высших учебных заведения, из них 33 государственных и 40 негосударственных вузов. В этом году высшее образование получает 219 030 человек, из них 26 446 студентов обучаются на грантовой и 192 584 на контрактной основе. Благодаря указам президента высшее образование теперь хоть и платное, но доступное. Екатерина Докамбаева, Нурдан Карыбеков. Итоги на пирамиде.